Однажды просыпаешься и понимаешь, что уже не знаешь, кто хороший, а кто плохой. Если у вас проблемы со сном, вы долго засыпаете или хотите вздремнуть, вообще любите это дело, то соглашайтесь на просмотр фильма «Игра теней». Не так давно наступил Новый год, а это значит, пришло время для нового фильма с Лиамом Нисоном в главной роли, которому уже 70 лет. Но он все так же готов верой и правдой служить правоохранительным органам США и бороться против зла, защищая добро. А куда ему еще деваться, ведь у него забрали ходунки и пообещали вернуть их только после съемок. Тянущийся шлейф от успеха фильма «Заложница» с его участием, а также продемонстрированный образ не дает покоя и сна любителям однотипных примитивных боевичков, шаблонных да нельзя, которые из фильма в фильм берут Лиама сниматься в качестве надирателя задниц, да, где в силу своего возраста он уже не выглядит убедительным драчуном, когда в «Заложнице» он был на 14-15 лет моложе. Это еще куда ни шло, но сейчас это заметно и очень заметно. Главный герой фильма очень часто ходит медленно, крадется, и кому-то может показаться, что это типа сделано умышленно, что это профессионально, будто он старается бесшумно подкрасться, чтобы остаться незамеченным. Но на деле все дело в его годах. Он уже давно далеко не молод, и списывать его медлительность в колонку с положительными качествами было бы несправедливо. Почему актер соглашается на роли, это понятно. Кушать хочется всегда, деньги не пахнут и так далее. Почему киноделы продолжают раз за разом эксплуатировать уже выветривающийся образ героя боевиков и заботливого отца, остается загадкой. Тем более, который молодому поколению не знаком или менее знаком, а все предыдущие похожие работы выдают по цифрам только спад в плане кассовых сборов. И все это меня наталкивает на мысль об отмывании денег. «Игра теней» в жанре боевик-триллер с рейтингом 16+, расскажет нам о агенте, который делал для ФБР разную работенку. Он никогда не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг перед ними, перед страной. Но когда лучший из агентов, конечно же Лиам Нисон лучший, решил выйти из игры ради своей внучки, а не дочки, пора бы уже, да, довольно правда маленькой, ведомство отвечает ему отказом. Теперь он готов бросить вызов любому, даже системе, и пролить свет на все заговоры, которые ведут аж к самой верхушке правительства. И это все, конечно же, ради того, чтобы быть больше со своими родными и близкими, оберегать дочь и внучку. Я перед просмотром чего-либо обычно не смотрю трейлеры и не читаю описания. Мне иногда пишут, что то или иное можно было понять сразу из трейлера или описания. Вот именно по этой причине я этого и не делаю. Обычно я ориентируюсь вот так. О, новинка, надо посмотреть. О, это от HBO, надо посмотреть. О, высокая оценка, надо посмотреть. О, об этом все говорят, реклама засрала мне уже все мозги из любого утюга. Все про это говорят, везде наклеено. Скорее всего, я это смотреть не буду. Правда, игру в кальмара я посмотрел, но как-то так вышло, что я успел это сделать до того, как оно завирусилось и доносилось из-под крышки унитаза. Тогда сработало у меня: о, это новинка, надо посмотреть. После просмотра фильма «Игра теней» мне стало интересно, а чего ж там такого в трейлере, что сможет заманить людей и подтолкнуть на просмотр этого чуда. Удивительная вещь. Сначала я посмотрел фильм, потом я посмотрел трейлер, а потом я начал читать описание к фильму. Прям какой-то фильм Нолана Добр. Я посмотрел трейлер и ответственно вам заявляю, что да, по сути весь этот фильм «Игра теней» длительностью в 1:40 уместился бы в 2 или 3, сколько там, минутный трейлер, в 2 или 3-минутный трейлер. В принципе, там показали весь сок этого боевика. И вы охренеете с того, когда посмотрите, что это за сок. Фильм начался с довольно глупой, максимально тупой по происходящему на экране сцене, где толпа реднеков, такие расисты белые за превосходство белой расы, просто огромным количеством вооруженных до зубов стояли напротив трейлера, вход которого охраняли 2 каких-то молодых копа на вид и, видно, не сильно опытных или которые очень боялись эту толпу. Сразу же возник вопрос: почему вооруженные люди таким образом, да, немного пародию напоминала какую-то, как бараны столпились и смотрят на нее, как на новые ворота? Почему они не окружили трейлер, например, ради девушки, которая там спряталась, ради которой они собрались ее линчевать? Помешать ей вылезти через окно, или вытащить ее через окно, или самим залезть в окно, или, учитывая их численность, преимущество, повязать копов и, так уж и быть, войти через парадную дверь. И такое огромное количество вопросов возникает по каждой сцене в фильме. Но нет, ребята решили стоять до тех пор,
пока не приедет наш главный медленный герой, который очень неторопливо найдет какие-то баллоны с газом, спрячет в другом трейлере, зажжет плиту, которая потом спровоцирует взрыв, на что вся толпа отвлечется и вся толпа туда побежит, чтобы Лиам Нисон спокойно подъехал на своей спортивной красивой машине и увез эту девушку. От старта фильма до следующей дебильной шаблонной сцены. Я вам хочу сказать, что я не смог даже 10 секунд выдержать этого ублюдства, этого дебилизма. Проходит 20 минут, где я поначалу думал, ладно, Лиам уже не может двигаться быстро. У них не было там, не знаю, консультанта или тренера, постановщика по боевым там искусствам, сценам, да, дракам. Или он был, и Лиам просто не мог выполнять все с нужной скоростью. Он очень медленно махал руками, и это никак не пытались скрыть или компенсировать, там, знаете, монтажными склейками, ракурсами, чтобы все выглядело красивее. Оставили все как есть. Наверное, не знаю, понадеялись на магию кино, или что это никто не заметит, или вообще по большому счету забили болт. Дальше сцена с молодым парнем, который начал драться с полицейским. Он просто включил какого-то Вина Дизеля из 9-го «Форсажа», где толпа из 5 полицейских не смогла его остановить или побить. Он их всех раскидал, его даже тазер не взял. Это вот шокер, который выстреливает и током бьет. Просто как комарик покусал его. И единственное, что его остановило, это направленные пистолеты уже подоспевшей подмоги, которая попросила его не шевелиться, иначе они выстрелят. Вот эти тухлые драки, медленные в исполнении молодого парня, я понял, что все пропало. Дальше будет только в таком стиле или хуже. Копы нападали по одному, каждый вежливо ждал своей очереди аккуратно получить оплеух от этого молодого агента, которого потом из тюрьмы вытащил Нисон. Давайте немного пробежимся по фактам. Бюджет фильма $43 миллиона. У кого-то может возникнуть вопрос, это много или мало? Это вообще кот наплакал. Ну, давайте для сравнения, чтобы было понятно, мне быстро на ум приходит фильм «Американский пирог. Все в сборе». Он 2012 года выпуска. Если вы вдруг его забыли, не знаете или не смотрели, то там бюджет $50 миллионов. И в пересчет на наши деньги, на наше время, с учетом инфляции, это 65 миллионов. И для тех, кто не в курсе, это молодежная комедия, в которой ничего не происходит. Вообще, они пьют пиво и танцуют на берегу озера. Или они пьют пиво и танцуют дома. Или они пьют пиво и танцуют на лужайке рядом с домом. И на все это было потрачено $65 миллионов. Сами понимаете, ничего грандиозного от свежеиспеченного боевичка Лиама Нисона ждать не стоит. Второй факт, это фильм снимали больше года. Когда звучит такое и предыдущая сумма, и это все складывается вместе, у знающих и понимающих людей перекосится лицо. Почему? Потому что чем дольше снимают фильм, тем дороже он стоит. Плюс тем лучше он выходит, потому что на него тратят много времени и денег. Но не в случае «Игры теней», потому что по большей части это происходило за счет ситуации в мире, по которой все отменялось, закрывалось и прекращалось. Третий факт, это для всех фанатов Лиама Нисона, любителей новинок или боевиков. Но если они не могут посмотреть это кино в кинотеатре по какой-то причине или не хотят его там смотреть, нет возможности, то цифровой релиз будет в апреле. И четвертый занимательный факт, это то, что а как это так? Американцы снимают про то, что ФБР мочит не только своих граждан-американцев, но и бывших сотрудников бюро. Как это возможно? Но это круто. Нигде бы такое не смогли снять. Ну, по большей части это происходит потому, что производством фильма занималось 7 студий. И одна из них, которая заявлена в начальных титрах и является главной, жирной, это китайская киностудия Sina Studios. Ну и, конечно же, китайцы вам снимут что угодно, про кого угодно. Ну, кроме них самих, конечно же. Тут будут и плохие американцы, и плохой ФБР. Вообще не вопрос, да. И часть съемок проходила в Китае. Потому что Китай не любит давать деньги куда-то, кому-то, да. Обычно они деньги, которые кому-то готовы дать, должны остаться в Китае. И на них построят павильоны, наймут китайских рабочих, создадут рабочие места, будут кормить китайской едой из китайских магазинов. И, по сути, часть денег, если не все деньги, останутся в стране, плюс еще со сборов заработают. Но, скорее всего, фильм провалится, и я на это очень надеюсь, потому что он очень плох, и потому что я хочу, чтобы уже перестали снимать подобную хрень. Как я уже говорил ранее, каждая сцена вызывает кучу вопросов. Реакции на большинство, конечно же,
опечаливающие, иногда вызывают смех, что не может не радовать просто от абсурдности происходящего. Например, с рисунком внучки, которая рисует дерево, а возле него какого-то человека-незнакомца, который за ней наблюдает. Мне вот просто интересно, насколько нужно быть альтернативно одаренным, чтобы в окружении детей, на детской площадке, а также их родителей стоять у дерева и пялиться на маленькую девочку, чтобы она тебя замечала и рисовала каждый раз на рисунках. Почему, когда писался сценарий, ни один человек, а командой сценаристов никто не удосужился задаться вопросом, насколько это тупорылая идея, и сцены, и остальные сцены. Драки убогие, постоянные какие-то блики солнца и потряхивание экрана. Я не знаю, может быть, создатели решили таким образом показать свой почерк или привнести щепотку уникальности. Когда Лиам Нисон гнался на дороге на своей спортивной крутой тачке за мусоровозом, или как этот грузовик называется, он еле плелся, что-то там отставал, вилял, иногда даже терял его из виду. Потом, когда он заметил агента и начал бежать за ним, агент выбежал через одну из задних дверей, начал стоять, чтобы, видимо, отдышаться. Это удивительно. Он даже, если бы он был заядлым курильщиком, он бы вряд ли бы так устал бы, успел бы устать. И он просто стоял и ждал, когда Лиам Нисон его догонит. И вот когда тот показался в дверном проеме, молодой агент начал взбираться по забору. Но ловкий Лиам схватил его за ногу, повалил на землю, и потом они начали, конечно же, драться, где 70-летний мужик начал навешивать молодому парню. И весь этот театр абсурда и тупости закончился тем, что каким-то образом именно в это место и в это время приехали наемники и убили молодого агента. Можно так разобрать любую сцену из этого фильма, в которой возникнет не меньше 5-10 вопросов, на которые не будет ответов, и весь этот ужас я чудом вытерпел 1 час и 40 минут. Фильмы рейтинга B, которые крутили по ТВ со Стивеном Сигалом, где он ходит с напряженным лицом все время, и бандиты нападают по одному, и герой медленно бьет, и они отлетают, покажутся, наверное, шедевром по сравнению с «Игрой теней». Это неуклюжий, отвратительный, позорный боевик, который пустили в прокат в кинотеатры, чтобы отбить потраченные на него деньги, которые, скорее всего, отмывали. Это ужасное кино, и оно ужасно настолько, что хочется вас попросить его посмотреть, чтобы вы убедились в этом. Но, конечно же, не в кинотеатре, а дома. Это точно заявка на худший фильм 2022 года. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Делитесь в комментариях мнением о фильме «Игра теней» с Лиамом Нисоном. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.